Документ распечатан на листах формата А4. Необходимо изготовить для него переплет. Начинаем работу с подготовки блока. Тщательно выравниваем блок, сталкивая его. Укладываем на край стола под груз. Проклеиваем корешок клеем ПВА. Оставляем блок для просушивания под грузом. Следующий шаг – подготовка форзацев, состоящих из листов формата А4 и слизур. Слизуры представляют собой полоски шириной 3,5 см из коленкора или прочной хлопчатобумажной ткани. Слизуру наклеиваем на край форзаца узкой полоской 5-7 мм. Остальная непроклеенная часть слизуры лежит свободно на форзаце. Приступаем к изготовлению заготовок для переплета. Высота заготовки сторонки на 8 мм больше, чем высота блока, а ширина на 2 мм меньше, чем ширины блока. От этих заготовок отрезаем шарниры шириной 8-10 мм. Для отстава берем полоску более тонкого картона, по ширине соответствующую толщине блока, а по ширине равную длине картонной сторонки. Ширина заготовки корешка из коленкора на 10 см больше, чем толщина блока. Длина на 3-4 см больше, чем длина картонной сторонки. При монтаже переплетной крышки размещение деталей следующее. На центр промазанного клеем ПВА корешка укладываем отстав, рядом с ним с отступом 5 мм шарниры. И на расстоянии 5-6 мм от шарниров сторонки. Края всех деталей переплета должны быть параллельны друг другу. Убедиться в правильности монтажа можно, сложив переплет по одному из промежутков между деталями. При этом верхние и нижние края передней крышки должны совпадать с соответствующими краями задней крышки, а расстояние между боковыми краями крышек в их верхней и нижней части должны быть равны. Выступающие концы коленкора загибаем внутрь и приклеиваем. Следим, чтобы части переплета не смещались со своих мест. Вновь убеждаемся в правильности монтажа. Переворачиваем крышку на лицевую сторону. Тщательно притираем корешок, а промежутки между отставом, шарнирами и сторонками продавливаем переплетной косточкой или ручкой столового ножа.
Смонтированную переплетную крышку просушиваем под прессом или под грузом. Достаем блок с подсохшим корешком. Приклеиваем фожицы к крайним листам полоской клея шириной 5 мм. Прокалываем блок с помощью бумагосверлильного станка или дрели. Простукиваем места проколов молотком, чтобы не было утолщения. Прошиваем блок прочными нитками. Продолжаем подготовку переплетных крышек. Края сторонок слегка обрабатываем наждачной шкуркой, чтобы края не были режущими. Слегка закругляем уголки. Оклеиваем сторонки бумагой или иным переплетным материалом. Для этого используем обойный клей.
Снова просушиваем переплетные крышки под грузом или под прессом. На этот раз не менее 8 часов. Лучше оставить на ночь. Следующий этап – вставка блока в переплет. Укладываем блок на заднюю сторонку так, чтобы при закрытой переплетной крышке корешок блока плотно прилегал к отстову, а канты со всех сторон были равной ширины. Подкладываем под слизуру парафинированную или макулатурную бумагу, наносим на слизуру клей ПВА, закрываем книгу, придерживая блок и слегка натягивая переднюю сторонку на блок. Переворачиваем книгу и повторяем эти действия с задней сторонкой. Наносим клей на вторую слизуру. Закрываем книгу, придерживая блок и слегка натягивая заднюю сторонку на блок. Оставляем книгу под грузом для просушивания на 2-3 часа. Приклеиваем форзацы к внутренней поверхности картонных сторонок. Для этого берем 2 листа бумаги формата А4. Отрезаем от них по длине полоску шириной 2 см. Приклеиваем эти листы к внутренней поверхности обеих сторонок, оставляя по краям канты равной ширины.
Затем приклеиваем на лицевую поверхность передней сторонки лист с названием документа. И укладываем для окончательной сушки под груз не менее чем на сутки. Переплет готов.